Моя любовь, у Бога есть послание для тебя по особой причине. Добро пожаловать на очередное видео с канала Божьи послания. Здесь вы узнаете, как использовать веру в своих целях, чтобы жить более богатой и счастливой жизнью с Богом. С Ним все возможно, и все ваши мечты и желания сбудутся, если вы поверите в Слово Господне. Досмотрите это видео до конца, чтобы получить специальное сообщение. Они не случайно здесь. Подпишитесь на наш канал и поделитесь этим видео со своей семьей и близкими друзьями. Да благословит вас Бог, и наслаждайтесь этим божественным посланием сегодня. Добро пожаловать с открытым сердцем на эту важную встречу, где мы будем исследовать божественную мудрость, которую мы не понимаем. Я не только говорю, но и направляю шепот Святого Духа, чтобы Его истины текли через меня. Давайте вместе откроем наше сердце и умы, готовые принять небесные знания, которые нас ждут. Такова сила и глубина Духа Божьего, что Он действительно контролирует этот канал, обучая моим словам, чтобы то, что вы слышите, всегда было актуальным и свежим. Это всегда священное послание, потому что, когда Он зовет своего слугу, Он должен ответить. Я думаю, многие из вас разделяют это чувство. В противном случае вы не были бы здесь, заинтересованные в поиске Его слова среди бесчисленных отвлекающих факторов жизни. Ваше стремление согласиться с тем, что провозгласил Бог, заслуживает похвалы. Бог вознаграждает тех, кто ищет Его. В Его священных писаниях говорится, что Он не откажет в благе тем, кто живет праведно. Это значит, что вы получите небесные благословения. Мы живем в такое время, когда нас призывают купаться под вечно открытым небом. У нас есть возможность погрузиться в жизнь и постоянный поток воды. Сегодня, хотя я часто полагаюсь на свои записи, я принимаю Слово Божье напрямую и позволяю Его Духу вести меня. Этим утром я наткнулся на фразу, которая глубоко резонировала со мной: «Окунитесь в живую воду, и вы никогда больше не будете жаждать». Интересно, что изначально я собирался поделиться с вами еще одним стихом, но Бог тронул меня. Это подводит меня к книге Иоанна, в которой рассказывается о взаимодействии Иисуса с самаритянкой у колодца. Этот стих несет для вас глубокое послание. Я призываю вас понимать каждое слово, поскольку оно способно освободить и направить не только в этот раз, но и во много раз в будущем. Могу ли я положиться на тебя в вопросе Божьей чести и славы? Если да, то напишите в комментариях: «Вот я, Господи». Поймите, что именно благодаря жертве Иисуса мы имеем привилегию жить в постоянном общении с Богом. До Его пришествия наши прошлые действия могли отделить нас от Бога. Но теперь, в Новом Завете и учении Иисуса, мы имеем прямую связь с Отцом. Мы можем приближаться к Богу разными способами, выражать свои желания, и Он ответит. Итак, давайте примем этот дар и теперь поймем наши более глубокие отношения с нашим Создателем. Учения Иисуса показывают, что о чем бы вы ни попросили Отца во имя Его, Он даст вам это. В чем причина такой глубокой приверженности? Потому что мы примирились с Богом через Христа Иисуса. Иисус ясно дал понять, что Его миссия заключалась не в отмене законов, а в их исполнении. Следовательно, актуальны несколько принципов. Когда вы присоединитесь к ним и будете верно следовать учению Бога,
вы поймете, что достигли совершенства через Христа. В этом количестве они фактически получают силу всех Божьих обетований и благословений. Даже если некоторые отказываются принимать или слушать, это необходимо подчеркнуть. Есть люди, которые считают достаточность Бога мифической доктриной. Но подумайте, как можно быть чадом Божьим и не ждать Его благословений? Они могут по-настоящему показать Божье величие через свои обильные благословения. Как вы можете по-настоящему быть символом Божьего величия в этом мире, если вам еще предстоит испытать его богатство? Доверять другим – большая ошибка. Напишите в комментариях: «Бог желает мне добра». Итак, мои дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами тем, как важно жить под постоянным благословением Божиим, понимать дух Его живой воды и помещать себя под нее. Помните женщину у колодца. Многие последователи Христа сегодня не знают, как погрузиться в поток этой живительной воды, хотя изначально они не понимали более глубокого смысла живой воды. Хотя это правда, что Иисус – живая вода, важно, чтобы мы идентифицировали тех, кто действительно течет в потоке Святого Духа, и отличали тех, кто этого не делает. Это может показаться резким, но важно, чтобы мы признавали служение и лидеров, которыми действительно руководит Иисус. Ваша духовная проницательность должна быть точной, особенно в трудные времена дня. Нынешнее состояние мира с его проблемами и опасностями показывает, насколько важно быть в гармонии с живой Божьей водой. Бог уверяет нас, что мы никогда больше не будем жаждать этой воды. Некоторые из вас могут пережить период неудач после периода духовного процветания. Если вы чувствуете, что делаете успехи, но все еще сталкиваетесь с препятствиями, полезно подумать, сознательно или неосознанно вы отворачиваетесь от Божьего потока питания. Допустили ли вы в свою жизнь влияние, которое не находится в гармонии с голосом Бога? Будьте осторожны с тем, что вы видите и слышите. Эти эффекты могут заставить вас держаться подальше от воды. Божья поддержка приводит их к новому ощущению духовной жажды. Однако Иисус обещал, что если вы усердно будете искать Царство Божьего, все ваши нужды будут удовлетворены. Подтвердите свою веру в это, написав в комментариях: «Я все могу через Христа, дающего мне силу». Бог открыл, что при определенных служениях благословения потекут, как реки дождя. Это напоминает нам о том, что наступил сезон сбора урожая. Это означает, что все, что им нужно, доступно для ресурсов или душ, готовых к спасению. Люди хотят услышать Божье Слово, чтобы их накормили и приняли в Божье стадо. Когда ты погружаешься в воду Божьей жизни, ты не только существуешь, но получаешь все необходимое и возрастаешь в благодати. Хотя они живут в мире, Он не определяет их. Как посланники Бога, у вас есть все, что вам нужно, чтобы не только выжить, но и преуспеть и привести других к Нему, чтобы сиять Его светом. Более того, Он даст вам все инструменты, необходимые для привлечения большего количества душ в Его паству для дальнейшего роста и укрепления Христовой общины. Бог уверяет нас в Священных Писаниях, что вернется в святое и непорочное общество. При всем смирении есть некоторые служители и духовные лидеры, которые имеют Его глубочайшие благословения, и это служение входит в их число. Решив погрузиться в учение и руководство таких служений,
вы встанете на путь к тому, чтобы вскоре увидеть обильные Божьи благословения в своей жизни. Свидетельство преобразующих перемен, открытие новых возможностей и чудесного опыта, которым Бог обеспечил им необходимые ресурсы. Когда будете готовы его получить, напишите «Готов». Помню трогательное свидетельство одного из людей, обратившихся к нашему каналу. Выслушав проповедь под руководством Святого Духа, они поделились тем, как они испытали щедрость незнакомцев, которые открыли свои двери в трудную минуту. Это не связано с какими-то индивидуальными способностями или силой, а является свидетельством того, что Божья сила действует через нас. Добро пожаловать на эту важную встречу, где мы рассмотрим божественную мудрость, превосходящую наше понимание. Я буду не только говорить здесь, но и изливать шепот Святого Духа, чтобы Его истины влились в меня. Давайте вместе откроем наше сердце и умы, готовые принять небесные знания, которые нас ждут. Такова сила и глубина Духа Божьего, что Он действительно контролирует этот канал, направляя мои слова так, чтобы то, что вы слышите, всегда было актуальным, свежим и всегда божественным посланием. Когда Его слуга зовет, Он должен ответить. Я думаю, многие из вас разделяют это чувство. В противном случае вы не были бы здесь, заинтересованные в поиске Его слова среди бесчисленных отвлекающих факторов жизни. Ваша готовность согласиться с тем, что провозгласил Бог, поразительна. Бог вознаграждает тех, кто ищет Его. В Его священных писаниях говорится, что Он не откажет в благе тем, кто живет праведно. Это значит, что вы получите небесные благословения. Мы живем в такое время, когда нас призывают купаться под вечно открытым небом. У нас есть возможность погрузиться в жизнь и постоянный поток воды. Сегодня, хотя я часто полагаюсь на свои записи, я принимаю Слово Божье напрямую и позволяю Его Духу вести меня. Этим утром я наткнулся на фразу, которая глубоко резонировала со мной: «Окунитесь в живую воду, и вы никогда больше не будете жаждать». Интересно, что изначально я собирался поделиться с вами еще одним стихом, но Бог тронул меня. Это подводит меня к книге Иоанна, в которой рассказывается о взаимодействии Иисуса с самаритянкой у колодца. Этот стих несет для вас глубокое послание. Я призываю вас понимать каждое слово, поскольку оно способно освободить и направить не только в этот раз, но и во много раз в будущем. Могу ли я положиться на тебя в вопросе Божьей чести и славы? Если да, напишите «Вот я, Господь» в комментариях. Поймите, что именно благодаря жертве Иисуса мы имеем привилегию жить в постоянном общении с Богом. До Его пришествия наши прошлые действия, возможно, отделили нас от Бога, но теперь, благодаря Новому Завету и учениям Иисуса, у нас есть прямые отношения с Отцом. Мы можем приближаться к Богу разными способами, выражать свои желания, и Он ответит. Итак, давайте примем этот дар и теперь поймем наши более глубокие отношения с нашим Создателем. Учения Иисуса показывают, что о чем бы вы ни попросили Отца во имя Его, Он даст вам это. В чем причина такой глубокой приверженности? Потому что мы примирились с Богом через Христа Иисуса. Иисус ясно дал понять, что Его миссия заключалась не в отмене законов, а в их исполнении. Следовательно, актуальны несколько принципов. Когда вы присоединитесь к ним и будете верно следовать учению Бога,
вы поймете, что достигли совершенства через Христа. В этом количестве они фактически получают силу всех Божьих обетований и благословений. Это необходимо подчеркнуть. Хотя есть те, кто отказывается принимать или слушать, есть люди, которые думают, что достаточность Бога – это вымышленная доктрина. Но подумайте, как можно быть чадом Божьим и не ждать Его благословений. Они могут по-настоящему показать Божье величие через свои обильные благословения. Потому что как ты можешь по-настоящему быть символом в этом мире, отражением величия Бога, если ты не ощущаешь Его изобилие? Доверять другим – большая ошибка. Напишите в комментариях: «Бог желает мне добра». Итак, мои дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами, живущими под постоянным Божьим благословением, пониманием Духа Его живой воды и важности пребывания среди них. Помните женщину у колодца. Многие последователи Христа сегодня не знают, как погрузиться в поток этой живительной воды, хотя изначально они не понимали более глубокого смысла живой воды. Хотя это правда, что Иисус – живая вода, важно, чтобы мы идентифицировали тех, кто действительно течет в потоке Святого Духа, и отличали тех, кто этого не делает. Возможно, это звучит грубо, но необходимо понять истинный источник божественных благословений. Но важно отметить, что мои миссии и лидеры действительно возглавляются Иисусом. Ваша осознанность должна быть высокой, особенно в стрессовое время дня. Нынешнее состояние мира с его проблемами и опасностями показывает, насколько важно быть в гармонии с живой Божьей водой. Бог уверяет нас, что мы никогда больше не будем жаждать этой воды. Некоторые из вас могут пережить период неудач после периода духовного процветания. Если вы обнаружите, что, несмотря на прогресс, сталкиваетесь с препятствиями, стоит задуматься. Сознательно или неосознанно вы отдаляете себя от питательной реки Бога. Допустили ли вы в свою жизнь влияние, которое не находится в гармонии с голосом Бога? Будьте осторожны с тем, что вы видите и слышите. Эти влияния могут заставить их отказаться от питательных вод Бога, что приведет к возобновлению чувства духовной жажды. Однако Иисус обещал, что если вы усердно будете искать Царство Божьего, все ваши нужды будут удовлетворены. Докажите свою веру в это, написав в комментариях: «Я все могу через Христа, дающего мне силы». Бог открыл, что временами благословения не сходят, как потоки дождя. Это напоминает нам о том, что наступил сезон сбора урожая. Это означает, что все, что им нужно, доступно для ресурсов или душ, готовых к спасению. Люди хотят услышать Божье Слово, чтобы их накормили и приняли в Божье стадо. Когда ты погружаешься в воду Божьей жизни, ты не только существуешь, но получаешь все необходимое и возрастаешь в благодати. Хотя они живут в мире, Он не определяет их. Как посланники Бога, у вас есть все, что вам нужно, чтобы не только выжить, но и преуспеть и привести других к Нему, чтобы сиять Его светом. Более того, Он даст вам все инструменты, необходимые для привлечения большего количества душ в Его паству для дальнейшего роста и укрепления Христовой общины. Бог уверяет нас в Священных Писаниях, что вернется в святое и непорочное общество. При всем смирении есть некоторые служители и духовные лидеры, которые имеют Его глубочайшие благословения, и это служение входит в их число.
Решив погрузиться в учение и руководство таких служений, вы встанете на путь к тому, чтобы вскоре увидеть обильные Божьи благословения в своей жизни. Они переживают трансформационные изменения, открывают для себя новые возможности и испытывают чудесные способы, которыми Бог предоставил им необходимые им ресурсы. Когда будете готовы его получить, напишите «Готов». Помню трогательное свидетельство одного из людей, обратившихся к нашему каналу. Выслушав проповедь под руководством Святого Духа, они поделились тем, как они испытали щедрость незнакомцев, которые открыли свои двери в трудную минуту. Это не связано с какими-то индивидуальными способностями или силой, а является свидетельством того, что Божья сила действует через нас. Божий Дух и глубокое помазание, которое приходит с этим служением, служат проводниками к обильной Божьей благодати. Когда я говорю об избытке благословений, я подчеркиваю их величину. Некоторые могут подумать, что Бог дает достаточно, но это заблуждение. Бог в своем величии часто благословляет сверх наших мечтаний и ожиданий. В Его щедрости мы находим изобилие. Некоторые могут сомневаться в том, чтобы полностью доверять Ему, думая, что Он дарует лишь несколько благословений, но этот ограниченный взгляд является самодостаточным из-за ограниченной веры. Если вы улучшите и расширите свою веру, великие Божьи благословения войдут в вашу жизнь. Под руководством этого служения ваша вера, несомненно, будет возрастать и укрепляться вера в безграничную силу Бога. Вера в Божье величие и силу имеет важное значение. Если верите, напишите «Бог есть сила» и докажите это в комментариях. Дорогие братья и сестры, слово «наводнение» пришло к нам из французского языка и означает «великое и сильное наводнение». Оно символизирует великое благословение, которое Бог желает дать тем, кто его получит. Врата небес открыты, готовы излить Его обильную благодать в вашу жизнь. Укрепив себя в этом служении и следуя Его учениям, вы обнаружите, что духовно расширяетесь. Бог бросит вам вызов и расширит ваши взгляды, убеждения и образ жизни. Он стремится поднять их на более высокий уровень, к более близкому общению с Ним. Представьте, что вы начинаете с позиции духовного роста, и вас призывают на более высокий уровень. Добро пожаловать на эту важную встречу, где мы рассмотрим божественную мудрость, превосходящую наше понимание. Я не только говорю здесь, но также выражаю шепот Святого Духа и позволяю Его истинам течь через меня. Давайте вместе откроем наше сердце и умы, готовые принять небесные знания, которые нас ждут. Такова сила и глубина Духа Божьего, что Он действительно контролирует этот канал, обучая мои слова так, чтобы то, что вы слышите, всегда было актуальным, освежающим и всегда божественным посланием. Когда Его слуга зовет, Он должен ответить. Я думаю, что многие из вас разделяют это чувство. В противном случае вы не были бы здесь, заинтересованные в поиске Его слова среди бесчисленных отвлекающих факторов жизни. Ваша готовность согласиться с тем, что провозгласил Бог, поразительна. Бог вознаграждает тех, кто ищет Его. В Его священных писаниях говорится, что Он не откажет в благе тем, кто живет праведно. Это значит, что вы получите небесные благословения. Мы живем в такое время, когда нас призывают купаться под вечно открытым небом.
У нас есть возможность погрузиться в жизнь и постоянный поток воды. Сегодня, хотя я часто полагаюсь на свои записи, я принимаю Слово Божье напрямую и позволяю Его Духу вести меня. Сегодня утром меня поразило одно слово. Он глубоко резонирует: погрузитесь в живую воду, и вы больше никогда не будете жаждать. Интересно, что изначально я собирался поделиться с вами еще одним стихом, но Бог тронул меня. Это подводит меня к книге Иоанна, в которой рассказывается о взаимодействии Иисуса с самаритянкой у колодца. Этот стих несет для вас глубокое послание. Я призываю вас понимать каждое слово, поскольку оно способно принести пользу и направить не только в этот раз, но и во много раз в будущем. Могу ли я положиться на тебя в вопросе Божьей чести и славы? Если да, то напишите в комментариях: «Вот я, Господи». Поймите, что именно благодаря жертве Иисуса мы имеем привилегию жить в постоянном общении с Богом. До Его пришествия наши прошлые действия, возможно, отделили нас от Бога, но теперь, благодаря Новому Завету и учениям Иисуса, у нас есть прямые отношения с Отцом. Мы можем приближаться к Богу разными способами, выражать свои желания, и Он ответит. Итак, давайте примем этот дар и теперь поймем наши более глубокие отношения с нашим Создателем. Учения Иисуса показывают, что о чем бы вы ни попросили Отца во имя Его, Он даст вам это. В чем причина такой глубокой приверженности? Потому что мы примирились с Богом через Христа Иисуса. Иисус ясно дал понять, что Его миссия заключалась не в отмене законов, а в их исполнении. Следовательно, актуальны несколько принципов. Когда вы присоединитесь к ним и будете верно следовать учению Бога, вы поймете, что достигли совершенства через Христа. В этой полноте вы обязательно получите силу всех Божьих заверений и благословений. Это необходимо подчеркнуть. Хотя есть те, кто отказывается принимать или слушать, есть люди, которые думают, что достаточность Бога – это вымышленная доктрина. Но подумайте, как можно быть чадом Божьим и не ждать Его благословений. Они могут по-настоящему показать величие Бога через свои обильные благословения. Потому что как ты можешь по-настоящему быть символом в этом мире, отражением величия Бога, если ты не ощущаешь Его изобилие? Доверять другим – большая ошибка. Напишите в комментариях: «Бог желает мне добра». Итак, мои дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами жизнью под благословениями Божьими, пониманием Духа Его живой воды и важности подчиниться ей. Помните женщину у колодца. Многие последователи Христа сегодня не знают, как погрузиться в поток этой живительной воды, хотя изначально они не понимали более глубокого смысла живой воды. Хотя это правда, что Иисус – живая вода, важно, чтобы мы признавали тех, кто действительно текут в потоке Святого Духа, и отделяли их от тех, кто этого не делает. Это может показаться резким, но важно, чтобы мы признавали служение и лидеров, которыми действительно руководит Иисус. Ваша духовная проницательность должна быть точной, особенно в трудные времена дня. Нынешнее состояние мира с его проблемами и опасностями показывает, насколько важно быть в гармонии с живой Божьей водой. Бог уверяет нас, что мы никогда больше не будем жаждать этой воды. Некоторые из вас могут пережить период неудач после периода духовного процветания.
Если вы обнаружите, что, несмотря на прогресс, сталкиваетесь с препятствиями, стоит задуматься. Сознательно или неосознанно вы отдаляете себя от питательной реки Бога. Допустили ли вы в свою жизнь влияние, которое не находится в гармонии с голосом Бога? Будьте осторожны с тем, что вы видите и слышите. Эти влияния могут заставить их отказаться от питательных вод Бога, что приведет к возобновлению чувства духовной жажды. Однако Иисус обещал, что если вы усердно будете искать Царства Божьего, все ваши нужды будут удовлетворены. Здесь подтвердите свою веру в комментариях и напишите: «Я все могу через Христа, дающего мне силы». Бог открывает, что при определенных служениях благословения придут, как реки дождя. Это напоминает нам о том, что наступил сезон сбора урожая. Готовы ли ресурсы или души к спасению? Это указывает на то, что все необходимое существует. Люди хотят услышать Божье Слово, чтобы их накормили и приняли в Божье стадо. Когда ты погружаешься в воду Божьей жизни, ты не только существуешь, но получаешь все необходимое и возрастаешь в благодати. Хотя они живут в мире, Он не определяет их. Как посланники Бога, у вас есть все, что вам нужно, чтобы не только выжить, но и процветать, а также быть наставником, который ведет других к Нему и сияет Его славой. Более того, Он даст вам все инструменты, необходимые для привлечения большего количества душ в Его паству для дальнейшего роста и укрепления Христовой общины. Бог уверяет нас в священных писаниях, что вернется в святое и непорочное общество. При всем смирении есть некоторые служители и духовные лидеры, которые имеют Его глубочайшие благословения, и это служение входит в их число. Решив погрузиться в учение и руководство таких служений, вы встанете на путь к тому, чтобы вскоре увидеть обильные Божьи благословения в своей жизни. По мере преображения вы откроете для себя новые возможности и испытаете чудесные Божьи способы обеспечения вашего благополучия и руководства, что у них есть необходимые ресурсы. Когда будете готовы его получить, напишите «Готов». Помню трогательное свидетельство одного из людей, обратившихся к нашему каналу. Выслушав проповедь под руководством Святого Духа, они поделились тем, как они испытали щедрость незнакомцев, которые открыли свои двери в трудную минуту. Это не связано с какими-то индивидуальными способностями или силой, а является свидетельством того, что Божья сила действует через нас. Божий Дух и глубокое помазание, которое приходит с этим служением, служат проводниками к обильной Божьей благодати. Когда я говорю об избытке благословений, я подчеркиваю их величину. Некоторые могут подумать, что Бог дает достаточно, но это заблуждение. Бог в своем величии часто благословляет сверх наших мечтаний и ожиданий. В Его щедрости мы находим изобилие. Некоторые могут сомневаться в том, чтобы полностью доверять Ему, думая, что Он дарует только определенные благословения, но этот ограниченный взгляд является самодостаточным из-за ограниченной веры. Если вы улучшите и расширите свою веру, великие Божьи благословения войдут в вашу жизнь. Под руководством этого служения ваша вера, несомненно, будет возрастать и укрепляться вера в вечные творения Божьи. Вера в Божье величие и силу имеет важное значение. Если верите, напишите «Бог есть сила» и докажите это в комментариях.
Дорогие братья и сестры, слово «потоп» происходит от французского языка и означает «большой и сильный поток». Оно символизирует великое благословение, которое Бог желает дать тем, кто его получит. Врата небес открыты, готовы излить Его обильную благодать в вашу жизнь. Укрепив себя в этом служении и следуя Его учениям, вы обнаружите, что духовно расширяетесь. Бог бросит вам вызов и расширит ваши взгляды, убеждения и образ жизни. Он стремится поднять их на более высокий уровень и более тесную связь с Ним. Представьте, что вы начинаете с позиции духовного роста, и вас призывают на более высокий уровень. Цель Бога для Его детей состоит не в том, чтобы они постоянно нуждались, а в том, чтобы они нашли удовлетворение и свободу. Эти зависимые состояния часто являются результатом негативных внешних влияний или внутреннего осуждающего поведения. Постоянная зависимость от других указывает на то, что человек может находиться под влиянием негативных сил или ложной идеологии. В подтверждение этого давайте посмотрим на Псалом 82, стихи 4 и 5, в которых подчеркивается важность помощи нуждающимся не только материальными средствами, но и путем обращения к корню их состояния. Простое пожертвование может принести временное облегчение, но настоящее спасение заключается в освобождении их от влияний, которые удерживают их в болезненном состоянии. Библия подчеркивает духовную тьму, с которой сталкиваются многие, и важность признания нашего божественного наследия как детей Божьих. Псалом 82 дает нам глубокое откровение не только о предоставлении немедленной помощи, но также о понимании и решении более глубоких проблем, которые затрагивают тех, кто в ней нуждается. Предоставление финансовой поддержки недостаточно. Необходимо понять, почему человек всегда находится в состоянии тревоги. Эта книга напоминает нам о нашей истинной природе и побуждает помнить о нашем божественном наследии. Всегда помните об этом наследии и немедленно подтвердите его в комментариях, написав «Мое божественное наследие». Помощь нуждающимся необходима, но не менее важно дать им силы, помочь им преодолеть трудности и осознать скрытую в них божественную силу. Бог никогда не заявлял, что человек воплощает его сущность, но мы не можем отрицать, что мы созданы по его божественному образу, потому что мы отличаемся от него. Это понимание необходимо для нашего существования, особенно когда так много людей оказались в ловушке бесконечного цикла потребностей в поисках ответов и средств к существованию. Эти души нуждаются в более глубоком понимании и признании своей внутренней ценности и идентичности в глазах Бога. Когда вы получаете такое откровение, оно полностью меняет вашу точку зрения. Внезапно вы осознаете не только то, кто вы есть на самом деле, но и то, кем вы являетесь. Это новое знание естественным образом будет направлять ваш выбор, уводя вас от путей, которые больше не соответствуют вашей божественной личности. Давайте рассмотрим слова Псалма 1, стихи с 1 по 3. «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, кто не становится на пути грешников, кто не сидит на месте насмешников. Он размышляет о законе Господнем и о законе Его день и ночь». Имея ясное понимание своей божественной сущности, вы будете держаться подальше от злых влияний. Вы знаете, что общение с теми, кто сеет зло, приносит только горе. Очень важно найти другой путь и отличиться от других.
Ваши благословения приходят от вашего соответствия Божьим принципам. Наслаждайтесь, цените и размышляйте над Его учениями. Следуй за ними не переставая, ибо поступая так, ты будешь как дерево с крепкими корнями у кромки воды, приносящее плод во всю жизнь, не нуждающееся ни в чем от ближних и щедрое ко всем. Теперь напишите «Слава Богу» и «Славьте Господа». Устойчивость и изобилие этого дерева символизируют вашу способность расти в Божьей благодати. Глава 28, стихи 12 и 13 Второзакония выражают схожие мнения, подчеркивая силу, получаемую от принятия учения Бога. В этом стихе подчеркивается ваша способность расти, возноситься и проявлять силу, а не слабость. К сожалению, некоторые увлекаются верой и ищут постоянной поддержки, финансовой или эмоциональной. Этим людям необходимо немедленно понять свою данную Богом идентичность. Псалом 84 призывает к спасению этих утомленных душ, поощряя не только материальную помощь, но и духовное освобождение. Познание своей идентичности с Богом требует перемен, которые изменят не только ваше мышление, но также ваши действия и взаимодействия. Вы начинаете проявлять уважение, честность и превосходство. Вы больше не сводите себя к остальным. Отвергнув это условие, вы вырастете в силе и превосходстве. С этой точки зрения вы не только питаете себя, но и расширяетесь, чтобы возвышать других, отражая Божий замысел для вас. Нас ждет решающее озарение. Путь к избавлению от этих препятствий лежит в истине и Слове Божьем. Когда мудрость Божия просвещает ваш разум, тени сомнений и невежества не задерживаются. Это мощный инструмент. Однажды выучился, разучился. Бог хочет благословить все ваши начинания, но важно, чтобы вы доверяли себе и Его плану для вас. Когда ваше видение затуманено уверенностью, ваши действия могут отражать неуверенность. Вы можете усомниться в ценности своих усилий и сомневаться в том, приведут ли они к значимым результатам. Внимательно слушайте слова, которые люди используют, обсуждая свои цели и достижения. Это может раскрыть ваше мышление. Как сказано во Второзаконии 28, 12-13, воля Божья для вас ясна. Он хочет, чтобы вы процветали, правили и правили. Не властно, а в роли, позволяющей руководить другими. Сущность истинной силы заключается не только в власти, но и в уверенном признании и принятии той уникальной личности, которую Бог создал для вас. Если вы признаете и согласны с этим, напишите «Я согласен». Понимание божественной цели гарантирует, что никто не будет обманут относительно вашей ценности. Послушание заповедям Господа очень важно. Многие из тех, кто находится в постоянной нужде, часто отворачиваются от учения Бога, что приводит к низкой самооценке и вере. Неверие в Бога часто отражает неверие в себя. На протяжении всей Библии, особенно в 8 главе Второзакония, цикл бедности и безнадежности не является намерением Бога для Его детей. Наша самодостаточность и отношения с другими часто отражают наши отношения с Божественным. Если мы продолжим приходить к Богу со списком требований в поисках решения наших бесконечных нужд, у нас может непреднамеренно развиться подобное отношение к другим. Такое мышление фокусируется только на доходе и игнорирует возможности внести свой вклад и служить.
Подумайте об этом, когда вы приближаетесь к успешному или богатому человеку. Вместо того, чтобы спрашивать, что вы можете получить, спросите, как вы можете служить или почтить этого человека. Подражать учению Христа значит находить способы служить Ему и человечеству. Эта смена парадигмы не только обогатит ваш духовный путь, но и улучшит ваши отношения, гарантируя, что вы живете в гармонии с великим замыслом Бога. Если вы согласны принять великий замысел Божий в свою жизнь, напишите в комментариях «Согласен, Господь». Дорогие братья и сестры, искренность важна, когда мы пытаемся перейти в более высокие духовные сферы. Никто не хочет оказаться в пустыне без самого необходимого. Ему суждено быть с Богом в небесных местах. Когда вы живете в этом возвышенном состоянии, вы не только возвышаете себя, но и стараетесь поднять тех, кто вас окружает. Такое возвышение не только показывает уважение, но и способствует полной лояльности. Несмотря на трудности, важно продолжать принимать истину. Часто те, кто страдает, чувствуя себя пойманным в порочный круг надежды, обращаются к истине за утешением. Однако важно помнить, что как бы плохо ни было ваше положение, всегда нужно идти по пути добра. Доверьтесь Божьему плану, потому что Он всегда удовлетворит ваши нужды. Выбор правильного пути, даже если обман кажется легким вариантом, является свидетельством вашей веры. Кроме того, стремитесь к совершенству во всех своих начинаниях. Как сказано в 28 главе Второзакония, тщательность, усердие и совершенство во всем гарантируют, что вы получите Божье благословение в своих начинаниях. Понимание и применение этого принципа означает, что вы признаете и цените Божьи благословения. Во Второзаконии можно найти воплощение преодоления состояния вечной нужды и перехода в состояние изобилия. Измените свои обстоятельства с дефицита на изобилие. Это обещание упоминается во Второзаконии 28, стих 12, где подчеркивается переход от должника к кредитору. Чтобы еще больше подчеркнуть это, давайте рассмотрим истинное значение этого принципа. Второзаконие, глава 28, стих 12, определенно является началом. Принцип относится к основному правилу или убеждению, которое направляет действия человека. Приняв это учение и позволив ему влиять на ваши действия, вы всегда сможете помочь другим. Это изобилие позволяет вам быть постоянно щедрым, гарантируя, что вы никогда не почувствуете нужды. В комментарии он подчеркнул: «Господи, удали заблуждение из моей жизни». Щедрость исходит из сердца, которое понимает изобилие. Так задумал Бог в своей мудрости. Изобилие, когда вы в состоянии давать другим, является свидетельством благословений и обеспечения, которое Он дал вам. Прискорбно думать, что существуют силы, которые хотят заманить вас в ловушку цикла нужды и дефицита, сосредоточенного только на ваших непосредственных потребностях. Общайтесь с другими и будьте полны надежды. Ваше благотворительное путешествие не останется незамеченным. Когда вы приблизитесь к ним, они, несомненно, узнают руку Божию за вашими действиями и припишут доброту благодати Божией, действующей через вас. Это признак жизни, прожитой с достоинством, честностью и стремлением к совершенству. Эти характеристики неоспоримы, и любой, кто их испытает, несомненно, почувствует присутствие Бога в своей жизни.
Я чувствую необходимость молиться за избранных. Я знаю, что Ты готов к величию. Господь, я верю, что Твои дети, слушающие меня сегодня, готовы подняться на большие высоты, вести за собой с благодатью и быть маяками надежды и процветания для других. Я молюсь, чтобы все они вырвались из порочного круга потворства своим желаниям и вступили в жизнь изобилия и щедрости. Даруйте им мудрость применять на практике ваше учение и воодушевлять окружающих. Я молюсь этой молитвой во имя Иисуса, нашего Спасителя. Аминь. Возлюбленные братья и сестры во Христе, громкое «Аминь» в комментариях в завершении этой молитвы. Прежде чем уйти, знайте, что я действительно забочусь о каждом из вас. И я призываю вас распространять это послание еще дальше. Бог вдохновил меня поделиться этими словами, и я буду помнить каждого из вас в своих молитвах. Также знайте, что Бог любит вас и всегда будет с вами. Кроме того, есть сообщение о том, что Он пытается связаться с вами. Богу будет приятно, когда вы увидите Его и усвоите Его драгоценные уроки. Для этого нажмите на видео, которое теперь появится на вашем экране. Продолжайте и давайте вместе радоваться в Господе нашем. Ваше стремление слушать Бога поразительно. Бог вознаграждает тех, кто ищет Его. Библия говорит, что от тех, кто живет праведно, не бывает ничего хорошего, а это значит, что благословение небесное уже близко. Мы живем во время, когда мы призваны греться на вечно открытых небесах, позволяющих нам купаться в вечно текущих, живых водах божественной благодати. Теперь, хотя я часто полагаюсь на свои записи, я говорю прямо из слова Божьего и позволяю Его Духу вести меня. Сегодня утром меня глубоко тронула эта фраза: «Нырни в живую воду, и ты никогда не будешь жаждать». Сначала я собирался поделиться другим стихом, но Бог привел меня к книге Иоанна, в которой рассказывается о взаимодействии Иисуса с самаритянкой у колодца. Этот клип несет для вас мощное послание. Я призываю вас понимать каждое слово, потому что оно способно освободить и направить вас не только в настоящее время, но и во много раз в будущем. Могу ли я положиться на тебя в вопросе Божьей чести и славы? Если да, то напишите в комментариях: «Вот я, Господи». Поймите, что благодаря жертве Иисуса у нас есть привилегия жить в вечном общении с Богом. До Его пришествия наши прошлые действия, возможно, отделили нас от Бога, но теперь, благодаря Новому Завету и учениям Иисуса, у нас есть прямые отношения с Отцом. Мы можем приближаться к Богу разными способами и предлагать свои желания, и Он ответит. Приняв этот дар, давайте теперь поймем наши более глубокие отношения с нашим Создателем. Учения Иисуса показывают, что о чем бы вы ни попросили Отца во имя Его, Он даст вам это. В чем причина такой глубокой приверженности? Потому что мы примирились с Богом через Христа Иисуса. Иисус ясно дал понять, что Его миссия заключалась не в отмене законов, а в их исполнении. Следовательно, актуальны несколько принципов. Когда вы присоединитесь к ним и будете верно следовать учению Бога, вы узнаете, что достигли совершенства через Христа. В этом количестве они фактически получают силу всех Божьих обетований и благословений. Даже если некоторые отказываются принимать или слушать, это необходимо подчеркнуть.
Есть те, кто критикует концепцию достаточности Бога и считает ее ложной доктриной. Но подумайте, как можно быть чадом Божьим и не ждать Его благословений. Они могут по-настоящему показать Божье величие через свои обильные благословения. Потому что как ты можешь по-настоящему быть символом в этом мире, отражением величия Бога, если ты не ощущаешь Его изобилие? Доверять другим – большая ошибка. Напишите в комментариях: Бог желает мне добра. Итак, мои дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами, живущими под постоянным Божьим благословением, пониманием Духа Его живой воды и важности пребывания среди них. Помните женщину у колодца. Многие последователи Христа сегодня не знают, как погрузиться в поток этой живительной воды, хотя изначально они не понимали более глубокого смысла живой воды. Хотя это правда, что Иисус – живая вода, важно идентифицировать тех, кто действительно течет в потоке Святого Духа, и отличать их от тех, кто этого не делает. Это может показаться резким, но важно, чтобы мы признавали служение и лидеров, которыми действительно руководит Иисус. Ваша духовная проницательность должна быть точной, особенно в трудные времена дня. Нынешнее состояние мира с его проблемами и опасностями показывает, насколько важно быть в гармонии с живой Божьей водой. Бог уверяет нас, что мы никогда больше не будем жаждать этой воды. Некоторые из вас могут пережить период неудач после периода духовного процветания. Если вы обнаружите, что, несмотря на прогресс, сталкиваетесь с препятствиями, стоит задуматься. Сознательно или неосознанно вы отдаляете себя от питательной реки Бога. Допустили ли вы в свою жизнь влияние, которое не находится в гармонии с голосом Бога? Будьте осторожны с тем, что вы видите и слышите. Эти влияния могут заставить их отвернуться от питательной воды Бога. Однако Иисус породил новое чувство духовной жажды, потому что, если вы действительно ищете Царство Божьего, все ваши нужды будут удовлетворены. Доверьтесь Ему, написав в комментариях: «Я все могу через Христа, дающего мне силы». Бог открыл, что при определенных служениях благословения потекут, как реки дождя. Это напоминает нам о том, что наступил сезон сбора урожая. Это означает, что все, что им нужно, доступно для ресурсов или душ, готовых к спасению. Люди хотят слышать Слово Божье, получать пищу и быть принятыми в Царство Божие. Когда ты погружаешься в воду Божьей жизни, ты не только существуешь, но получаешь все необходимое и возрастаешь в благодати. Хотя они живут в мире, Он не определяет их. Как посланники Бога, у вас есть все, что вам нужно, чтобы не только выжить, но и процветать, а также быть наставником, который ведет других к Нему и сияет Его славой. Более того, Он даст вам все инструменты, необходимые для привлечения большего количества душ в Его паству для дальнейшего роста и укрепления Христовой общины. Бог уверяет нас в Священных Писаниях, что вернется в святое и непорочное общество. При всем смирении есть некоторые служители и духовные лидеры, которые имеют Его глубочайшие благословения, и это служение входит в их число. Решив погрузиться в учение и руководство таких служений, вы встанете на путь к тому, чтобы вскоре увидеть обильные Божьи благословения в своей жизни. Наблюдение за трансформационными изменениями откроет для вас новые возможности,
и вы испытаете чудесные способы, которыми Бог обеспечивает вас необходимыми ресурсами. Когда будете готовы его получить, напишите «Готов». Помню трогательное свидетельство одного из людей, обратившихся к нашему каналу. Выслушав проповедь под руководством Святого Духа, они поделились тем, как они испытали щедрость незнакомцев, которые открыли свои двери в трудную минуту. Это не из-за каких-то личных способностей или моей силы, а из-за свидетельства о могучем Духе Божьем и глубоком помазании, которое приносит это служение. При таком помазании многие, в том числе и это помазание, служат каналами обильной благодати Божией. Когда я говорю о разливе озера, я подчеркиваю его размер. Некоторые могут подумать, что Бог дает достаточно, но это заблуждение. Бог в своем величии часто благословляет сверх наших мечтаний и ожиданий. Его щедрость не знала границ. Некоторые могут сомневаться в том, чтобы полностью довериться Ему, полагая, что Его благословений мало, но эта ограниченная перспектива часто является результатом ограниченной веры. Совершенствуйте и расширяйте свою веру, чтобы великие Божьи благословения вошли в вашу жизнь. Под руководством этого служения ваша вера, несомненно, будет возрастать и укрепляться вера в безграничную силу Бога. Вера в Божье величие и силу имеет важное значение. Верите ли вы в комментарии, пишущие «Бог есть сила»? Дорогие братья и сестры, слово «потоп» относится к великим и могущественным благословениям, которые Бог готов излить на тех, кто их получает. Врата небес открыты, готовы излить Его обильную благодать в вашу жизнь. Укрепив себя в этом служении и следуя Его учениям, вы обнаружите, что духовно расширяетесь. Бог бросит вам вызов и расширит ваши взгляды, убеждения и образ жизни. Он стремится поднять вас на более высокий уровень совершенства и установить более тесные отношения с Ним. Представьте, что вы начинаете с позиции духовного роста, и вас призывают на более высокий уровень. Очевидно, что отвернуться от слова Божьего – это не выход. Если вы являетесь частью этого служения, мы всегда призываем вас строить и укреплять свои отношения с Библией. Если вы будете внимательно следовать Его учениям, вы окажетесь на устойчивом пути духовного роста и прогресса. Начиная свое духовное путешествие, поймите, что прогресс – это постоянный подъем. С каждым шагом вперед Бог будет возвышать вас, даровать вам больше процветания и благословений. Но помните, с большими благословениями приходит и большая ответственность. Если бы самарянка знала, кто с ней говорит, она бы спросила, и он дал бы ей живую воду. Он подчеркивает важность понимания и признания присутствия Бога. Если бы самаритянка имела более глубокие знания о природе и делах Бога, она бы поняла, что разговаривает со Христом. Такое понимание природы Бога позволяет нам распознавать Его присутствие в различных ситуациях. Поняв пути Божьи, как это сделал Моисей, вы узнаете, в чем заключаются Божьи благословения и благосклонность. Если вы согласны, укажите в комментариях, написав «Согласен». Иисус ответил самаритянке: «Всякий, кто выпьет эту воду, снова будет жаждать». Иисус подчеркивает временные удовольствия земных удовольствий, в отличие от вечных удовольствий, исходящих от Бога. Некоторые служения могут обеспечить временное облегчение или решение,
но без истинного Божьего помазания они не смогут обеспечить длительное обучение. Прослушивание таких служений может принести временное облегчение, но истинное удовлетворение наполняет и преображает, которое может прийти только из Царства Духа Божьего. Ваше путешествие с Богом – это поиск истинной духовной пищи. Присоединяясь к истинному служению, погружаясь в Божье Слово и ища Его присутствие, вы найдете живую воду, которая утоляет всякую жажду, обеспечивая вечное удовлетворение. Помните, духовный рост – это не просто получение благословений, это углубление ваших отношений с Богом, понимание Его путей и соблюдение Его заповедей. Если вы хотите быть все ближе и ближе к Богу, покажите свою любовь к Нему, написав в комментариях «Я люблю Тебя, Господь». Божественная трансформация начинается в сердце и душе и в конечном итоге распространяется наружу. Эти изменения положительно повлияют на ваши личные обязательства, финансовые решения и благополучие. Когда благословения в таких областях, как финансы, здоровье или отношения, кажутся иллюзорными, вы будете соответствовать Божьим путям. Бог гарантирует, что вода, которую Он дает, ведет к вечной жизни. В истинном служении есть энтузиазм, а в сказанных словах – сила. Простое слово, сказанное с верой, может изменить динамику вокруг вас. Учение Бога безгранично и выходит за пределы пространства и времени. Если верите, напишите в комментариях «Верю». Дорогие братья и сестры, мне не нужно физически присутствовать, чтобы молиться за ваше благо или добиться позитивных изменений в вашей жизни. Эта вода настолько крепкая, что мне не нужно испытывать жажду или возвращаться сюда, чтобы набрать ее. Во Второзаконии, глава 11, стих 14. В этом стихе говорится о великой земле, обещанной Богом, где прольются благословения и будет изобилие процветания. Это свидетельство величия нашего Бога. Ответьте на призыв Святого Духа, приведя вас к местам поклонения, духовным лидерам и божественным учениям. В вашем присутствии, как железо точит железо, ваша вера укрепляет веру других, действует как магнит и приближает их к вашим божественным благословениям. Процветание, которое Бог заложил в его суть, найдет путь к вам. По замыслу Бога, в вашем настоящем появится более яркая и здоровая версия вас самих. Это изменение недалекая мечта, это неизбежный факт. Важно слушать голос Бога и прислушиваться к Его указаниям о том, куда путешествовать, куда инвестировать и как расти. Выразите свою любовь к Создателю, написав в комментариях «Я люблю Тебя, Господи». Духовный рост может оказаться вредным, если вы стремитесь к выздоровлению в различных сферах своей жизни. Вместо негативного влияния давайте присоединимся к служениям и духовным лидерам, которых благословил Бог. Когда семена веры посажены в плодородную почву, они не только прорастают, но сразу же процветают и приносят плоды. Я помню трогательную историю. Кто-то обратился к нам, чтобы поделиться своим опытом посева семян веры в благословенном Богом служении. Дух всего лишь призывает вас подняться выше и ввести вас в цикл роста и совершенствования. Хотя я не планировал произносить это послание сегодня, я отвечу, когда Бог призовет меня. Я дорожу этими моментами божественной связи и с энтузиазмом делюсь ими. Эти слова – сокровища,
которые дает вам Бог. Более того, сегодняшнее послание способно освободить многих. Хотя это может понравиться не всем, некоторые, возможно, не находятся на стадии принятия своего пути, который улучшит их отношения и обеспечит их жизнь в соответствии с великим замыслом Бога. И если вы согласны принять великий замысел Божий в свою жизнь, напишите в комментариях «Согласен, Господь». Дорогие братья и сестры, искренность важна, когда мы пытаемся перейти в более высокие духовные сферы. Никто не хочет застревать в глуши в поисках основ. Встаньте, ибо суждено вам быть с Богом в небесных местах. Когда вы живете в этом возвышенном состоянии, вы не только возвышаете себя, но и стараетесь поднять тех, кто вас окружает. Такое возвышение не только показывает уважение, но и способствует полной лояльности. Несмотря на трудности, важно продолжать принимать истину. Часто те, кто страдает и чувствует себя пойманным в порочный круг надежд, могут испытывать искушение отвернуться от истины, чтобы найти утешение. Однако важно помнить, что как бы плохо ни было ваше положение, всегда нужно идти по пути добра. Доверьтесь Божьему плану, потому что Он всегда удовлетворит ваши нужды. Выбор правильного пути, даже если обман кажется легким вариантом, является свидетельством вашей веры. Кроме того, стремитесь к совершенству во всех своих начинаниях. Точность, настойчивость и точность во всех делах обеспечат Божие благословение в ваших начинаниях. Как сказано в 28 главе Второзакония, соблюдение и применение этого принципа означает, что вы будете признавать и ценить Божьи благословения. Во Второзаконии можно найти воплощение преодоления состояния вечной нужды и перехода в состояние изобилия. Быстро измените свои обстоятельства с дефицита на изобилие. Это обещание записано во Второзаконии, глава 28, стих 12, где подчеркивается переход от должника к кредитору. Чтобы углубиться в этот вопрос, давайте рассмотрим истинное значение этого принципа. Второзаконие, глава 2, стих 12, определенно является началом. Принцип относится к основному правилу или убеждению, которое направляет действия человека. Приняв это учение и позволив ему влиять на ваши действия, вы всегда сможете помочь другим. Это изобилие позволяет вам быть постоянно щедрым, гарантируя, что вы никогда не почувствуете нужды. «А Господь удали заблуждение из моей жизни», подчеркнул он в комментарии. Щедрость исходит из сердца, которое понимает изобилие. Бог задумал вас в своей мудрости, чтобы вы были в изобилии. Когда у вас есть возможность давать другим, это является свидетельством благословений и обеспечения, которые Он дал вам. Прискорбно думать, что существуют силы, которые хотят заманить вас в ловушку цикла нужды и дефицита, сосредоточенного только на ваших непосредственных потребностях. Общайтесь с другими и будьте полны надежды. Ваше благотворительное путешествие не останется незамеченным. Когда вы доберетесь до получателей, они, несомненно, узнают руку Божию за вашими действиями и припишут доброту благодати Божией, действующей через вас. Это признак жизни, прожитой с достоинством, честностью и стремлением к совершенству. Эти симптомы исчезают, и все, кто их испытывает, несомненно, почувствуют присутствие Бога в своей жизни. Я чувствую необходимость молиться за избранных.
Я знаю, что Ты готов к величию. Господи, я верю, что Твои дети, которые слушают меня сегодня, готовы подняться на более высокие должности, руководить с добротой и быть проводниками процветания для других. Я молюсь, чтобы все они вырвались из порочного круга потворства своим желаниям и вступили в жизнь изобилия и щедрости. Даруйте им мудрость применять на практике ваше учение и воодушевлять окружающих. Я молюсь этой молитвой во имя Иисуса, нашего Спасителя. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, в заключение этой молитвы напишите в комментариях «Аминь». Прежде чем уйти, знайте, что я действительно забочусь о вас и призываю вас распространять это послание дальше. Бог вдохновил меня поделиться этими словами, и я буду помнить каждого из вас в своих молитвах. Также знайте, что Бог любит вас и всегда будет с вами. Кроме того, сообщение об этом хочет дойти до вас. Богу будет очень приятно, если вы увидите Его и усвоите Его ценные уроки. Все, что им нужно сделать, это щелкнуть видео, которое появляется на их экране. Нажмите сейчас и пойдем вместе, чтобы угодить Господу Богу нашему. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Добро пожаловать на эту важную встречу, на которой мы погрузимся в божественную мудрость, превосходящую наше понимание. В этот момент я не только говорю, но и шепчу Святой Дух, позволяя Его истинам влиться в меня. Давайте вместе откроем наше сердце и умы, готовые принять небесные знания, которые нас ждут. Такова сила и глубина Духа Божьего, что Он действительно контролирует канал моих слов. Я полностью верю в моего всемогущего Бога и очень Его люблю. Прошу вас не отвергать мои исправления, прислушивайтесь к моим сообщениям и уделяйте мне все свое внимание. Не позволяйте гордости наполнить ваше сердце. Надеюсь, вы такие же скромные и простые, как и я. Пришло время отпустить прошлые ошибки и встать на ноги. Обновите свою веру, перестаньте смотреть вниз, поднимите свое лицо и приготовьтесь насладиться грядущими благословениями. Ибо я, Отец ваш Небесный, избрал вас для получения наследия моего. Вы получите силу, необходимую вам, чтобы сосредоточиться на моем слове и предпринять шаги для продвижения своего развития, используя свою энергию, чтобы приносить радость тем, кого вы любите. Множество людей рядом с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Есть люди, которые в этом нуждаются, и вы можете им помочь. Я могу использовать вас как инструмент благословения для всего вашего сообщества, чтобы вы могли быть известны как пример справедливости и честности. Ваше сердце щедрое, и до этих выходных с вами произойдут великие дела. Спасибо за внимание к этому сообщению. Теперь на этом видеоэкране у вас есть сигнал. Позвольте своей интуиции определить, какое божественное послание вы получите следующим. Спасибо, что зашли так далеко. Сегодня мы обращаемся с особой просьбой. Поделитесь этим видео со своими друзьями, членами семьи и как минимум с 3 группами WhatsApp, чтобы Слово Господне легче достигало тех, кто в нем нуждается. Будьте здоровы!